Эта неделя считается масленичной. Принято ходить в гости, печь блины. Так прощаются с зимой. Чтобы весна наверняка не запоздала, наш национальный волшебник Хельмуджи надумал праздник устроить. Созвал в гости сказочных кудесников из Приволжского федерального округа в этнокомплекс «Ясно». Впрочем, фестиваль национальных Дедов Морозов уже стал своеобразным туристическим брендом республики. На него третий год подряд съезжаются не только волшебники, но и гости, которым преодолеть сотни километров, чтобы покружить в хороводе вместе со сказочными героями, не проблема. Вместе с ними весну приближала и моя коллега Вероника Павлова. Весточку с приглашением проводить зиму от нашего Хельмучи получили 4 Деда Мороза из Марьел-Ульяновска, Татарстана и Удмуртии. Ожидали башкирского волшебника, но в этом году у него не получилось приехать на встречу с братьями. Захворал, впрочем, с кем не бывает. Чтобы хор не пристало к гостям, местные повара угощали их супом из 7 дикорастущих растений. Обязательно возьму у них рецепт. Мне очень понравился суп, очень вкусный и хороший. А чтобы явно не заболеть, Дед Мороз российский преподал мастер-класс по моржеванию. Приехал он, кстати, из Ульяновска. Свойства студеной воды испытывал на своих помощниках. Согреться после купальных процедур помогли волшебники из Удмуртии Толбабай и Лымыныл. Показали, во что любят играть детишки на Урале. Рада на самом деле то, что смогли сюда приехать, потому что мы всегда готовы делиться своим опытом, делиться своим теплом. А какой Дед Мороз вам больше всего понравился? Кыш-бабай, он был самым красивым. Вот на мне сапоги и чиги из тонкой козьей кожи. Тоже, видите, украшены вот национальные татарские орнаменты. Дорого-богато. Да. А марийского кудесника все с чувашским путали. Отмечали схожесть орнаментов, но те, кто разбирается в особенностях национальных культур, понимали сразу – это ж сам Юшта Кугыза, не иначе. Марийский цвет самый любимый – это белый цвет. Поэтому и шуба у марийского волшебника, и одежда полностью, считай, это из белой ткани. А у нашего Хельмуджи тоже есть своя страсть. Неровно дышит он к музыкальным инструментам. Изготавливает их из всего, что под руку попадется. Даже гусиное перышко в силах оживить. Недаром нашего Хельмуджи прозвали самым музыкальным Дедом Морозом страны. Кудесник мастерит древние чувашские инструменты. Дотронуться до них гостям не воспрещалось. Как оказалось, для радости немного-то им и надо. Мне даже просто на белый снег очень приятно поглядеть, выехать на природу. Для меня, то есть, это вообще супер. Больше, чем для детей. Вот вы даже, наверное, видели, я тут сам развлекаюсь. К слову, фестиваль национальных Дедов Морозов в республике проходит третий год подряд. На этот раз шанс познакомиться со сказочными героями подарили и школьникам из Чебоксарского округа. Также пригласили детей с ОВЗ из Красноармейского. Кто-то преодолел сотни километров, чтобы повидаться с кудесниками и загадать свое самое заветное желание. Все будем отличниками! Ура! Вероника Павлова, Виктор Степанов, Вести, Чувашия.